Это актуальное интервью, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В условиях введенных санкций руководством страны и республики принимаются дополнительные меры социальной поддержки населения. Подробно об этом поговорим с министром труда и социального развития республики Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь особое внимание уделяется семьям с детьми. Будут выплачиваться дополнительные пособия семьям, соответственно, в которых есть дети. Какие это пособия и кому они положены? В рамках поручения президента страны о внедрении целостной системы поддержки семей с детьми, начиная от рождения, заканчивая завершением школы. И в этой ситуации нынешней поручено президентом разработать сейчас необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят уже в мае месяце семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет включительно, получать ежемесячное пособие в размере от 50 до 100% прожиточного минимума. Необходимо отметить, что подобная мера для, так скажем, определенной категории семей была уже внедрена в прошлом году, с 1 июля 2022 года. Она распространялась на неполные семьи для такой же возрастной категории, для ребятишек от 8 до 16. Сегодня уже семьи, независимо сегодня будут получать такую поддержку. Главный критерий здесь будет — это доходы населения, и, соответственно, также будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Кроме доходов, также еще и имущественное состояние семьи будет рассматриваться при определении и назначении. Я хочу отметить, что уже в мае месяце будет реализована возможность подачи заявлений через Госпортал. И тем, кому будет положено, уже с перерасчетом, соответственно, такая выплата поступит. Оператором данной выплаты будет являться Пенсионный фонд Российской Федерации. И предварительно, по нашим оценкам, порядка 40 тысяч детей смогут уже получить такую меру поддержки. А изменились ли суммы выплат по социальному контракту? Повысится ли их размер с учетом роста цен? Буквально на днях на совещании у главы республики поручено внести необходимые изменения в нормативные акты по предоставлению госсоцпомощи на основе социального контракта, а именно по увеличению размера. Если конкретно, то будут увеличены размеры помощи по направлению развития личного подсобного хозяйства. Если буквально в конце года главой республики было поставлено увеличить такой размер в 2 раза, и он у нас должен был составить в этом году 200 тысяч рублей, то вот с учетом последних изменений размер этой помощи будет увеличен уже до 250 тысяч рублей, который позволит более эффективно их использовать, и наши семьи смогут приобрести необходимое оборудование, товары для организации. Соответственно, по направлению развития индивидуальной предпринимательской деятельности у нас размер составлял 250 тысяч рублей, то сегодня уже он будет увеличен до 300 тысяч рублей. Все необходимые изменения мы буквально в кратчайшие сроки внесем и сможем реализовывать это направление через наше управление социальной защиты. Я хочу здесь отметить, также в рамках социального контракта будут разрабатываться специализированные программы для тех граждан, которые потеряют работу после 1 марта 2022 года. И в чем заключается вот эта специализированная программа? Мы сможем предоставить единовременную выплату, так скажем, на текущие расходы гражданина, что называется срочная социальная помощь здесь и сейчас. А также мы сможем предложить такому человеку воспользоваться либо помощью на создание собственного отдела, либо на развитие личного подсобного хозяйства, либо совместно со службой занятости мы предложим в рамках тех программ активной политики занятости, которые сегодня реализуются, необходимые меры поддержки. Это могут быть и общественные работы, это могут быть и различные курсы обучения, переобучения. Соответственно, такие изменения также в ближайшее время будут внесены в нормативно-правовые акты. А какие еще антикризисные меры предпринимаются для поддержки граждан в социальной сфере?
Необходимо отметить, что на сегодня разработан уже закон республики, и в ближайшую сессию будет внесен в Госсобрание ЛТУМЭН, который позволит нашим многодетным семьям, держателям материнского сертификата «Семья», который у нас предоставляется при рождении третьего ребенка, значит, предоставит возможность использовать этот материнский капитал, значит, в виде единовременной, так скажем, помощи до 30 тысяч рублей. Если такая поддержка необходима, соответственно, семьи смогут обращаться. И, конечно, одним из, так скажем, основных решений по поддержанию реальных доходов населения стало поручение главы республики, и буквально на днях уже это постановление правительства республики зафиксировано о повышении заработной платы работников прочих отраслей, прочим категорий работников, не относящихся к указным, соответственно, на 6,4%. Я хочу отметить здесь, что ранее было принято решение об индексации заработной платы таких работников бюджетной сферы также в 2 этапа, но с января и с октября месяца. Сейчас второй этап сдвинут на апрель, и, соответственно, в ближайшее время все необходимые, значит, приказы отраслевых министерств будут приняты, и заработная плата повысится. Общее суммарное повышение с учетом января и апреля для прочих категорий работников составит 10%. Елена Александровна, благодарю вас за то, что вы пришли и подробно ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это было актуальное интервью. Всего доброго.